Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в программе. Аслан Бжаня принял участие в работе проектной сессии Международного молодежного форума, который проходит в Нальчике. Какая помощь оказывается ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, какие суммы выделяются на эти цели. С сентября музыкальные школы Галского района будут финансироваться из средств местного бюджета. В ботаническом саду период цветения редких уникальных растений. Аслан Бжаня прибыл в Нальчик с однодневным визитом для участия в работе проектной сессии Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ», который проходит в Кабардино-Балкарии с 18 по 21 июля. Президент Абхазии приветствовал участников форума «Единый Кавказ» и выразил благодарность главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Кокову за приглашение. В своей речи Аслан Бжаня отметил, что Абхазия всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской республикой. Важнейшей задачей является разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа. Абхазия всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской республикой. Мы придаем большое значение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. Республика Абхазия, определив туризм основным вектором своего развития, готова к обмену опытом и формированию совместных инициатив в рамках этого форума и шире в рамках межрегионального и международного сотрудничества. Молодежь – это будущее. Ее вклад в развитие туризма является определяющим фактором успеха и процветания. Желаю всем участникам форума «Единый Кавказ» продуктивной работы, интересных дискуссий и вдохновения в реализации поставленных задач. Пусть каждая инициатива принесет плоды и укрепит связи между нашими братскими народами. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с начальником управления капитального строительства Тимуром Агарбой и гендиректором Абхазстрой Русланом Тванба ход выполнения строительных работ, финансируемых из республиканского бюджета. На это выделено 270 миллионов рублей. Премьер-министр поручил завершить все работы в школах до начала учебного года. В приоритете также дошкольные учреждения. Работы на остальных объектах, как сказал Александр Анкваб, должны быть завершены до конца текущего года. Делегация из Абхазии приняла участие в торжествах по случаю 44-й годовщины Сандинистской революции. На площади революции в Манагуа состоялся праздничный концерт, на котором выступили команданты Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо. Первый вице-премьер Беслан Джиопуа передал главе Республики Никарагуа поздравительный адрес президента Республики Абхазия Аслана Бжаня. Джиопуа выразил благодарность руководству Никарагуа за всестороннюю поддержку и пожелал народу Никарагуа мира и благополучия. На последнем заседании сессии парламента был принят законопроект о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов и разделяет их на категории. Закон вступит в силу с 2024 года, однако все послевоенное время ветераны не остаются без государственной поддержки. Какая помощь оказывается и какие суммы выделяются на эти цели, узнавала Гугуца Вардания. Закон, регламентирующий права и социальные гарантии ветеранов, принят в республике впервые за 30 лет. Несмотря на это, все послевоенное время, как отметил министр соцобеспечения и демографической политики Руслан Аджба, государство оказывает социальную поддержку ветеранам и инвалидам войны, семьям погибших. Инвалидов первой группы в республике Абхазия на 2022 год у нас было 337. Размер пенсии за счет средств пенсионного фонда 10 тысяч рублей. И вот за 2022 год было выделено 42 миллиона 298 тысяч рублей. Инвалидов второй группы 2303 получателя, размер пенсии 7500.
И вот за 2022 год было выделено 223 миллиона 328 тысяч рублей. И третьей группы 86 человек, размер 6500 и выделено 6 миллионов 755 тысяч рублей. Лица, имеющие право на два вида пенсии – это отдельная категория, в которую входят инвалиды войны, одновременно являющиеся семьей погибшего. Таких семей по республике 4. В 2022 году на выплату пенсии им было выделено 273 тысячи рублей. Это семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии, 1081 человек, получателей пенсии, и за 2022 год выделено на выплаты пенсии 72 миллиона 525 тысяч рублей. Семьи погибших резервистов 271 человек, 15 миллионов 849 тысяч рублей было выделено. Семья погибших военнослужащих срочной службы, это имеется в виду военнослужащие, которые погибли после войны в Гальском районе, в Кадорском ущелье, 65 лиц получают. Всего было выделено в 2022 году 2 миллиона 200 тысяч рублей. И семьи погибших добровольцев, их отдельно выделим, 77 человек получают, 5 миллионов 584 миллиона. Получателями пенсии также являются семьи умерших инвалидов войны, а также резерва вооруженных сил. Семьи умерших инвалидов войны 731 человек получают. Всего за 2022 год 52 миллиона 116 тысяч рублей выделено. Семьи умерших резервистов 5 человек, 438 тысяч. И отдельно выделим семьи умерших персональных пенсионеров, 26 человек получателей, и получили более 5 миллионов рублей. В республике 257 кавалеров ордена Леона. В прошлом году им выплачена пенсия на общую сумму 17 миллионов 829 тысяч рублей. 13 героям Абхазии выплачен 1 миллион 158 тысяч. За отвагу пенсию получают 1760 ветеранов. Общая сумма 14 миллионов 575 тысяч рублей. Итого, если говорить по пенсионному фонду, за прошлый 2022 год вот этим вышеперечисленным категориям, связанным с войной, получено 556 миллионов 14 тысяч рублей. Около 7 тысяч получателей. Внебюджетный фонд инвалидов, отметил Аджба, также занимается социальной поддержкой ветеранов, семей погибших и оказывает помощь в приобретении лекарственных препаратов. В том числе материальная помощь лицам, которые на стационарном лечении в медицинских учреждениях Республики Абхазия. Всего за прошлый год 546 лиц получили такую помощь в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 4 миллиона 180 тысяч рублей. В размере не более 10 тысяч рублей. Вот. Материальная помощь на обследование в Российской Федерации получили 42 человека, это 560 тысяч рублей. Вот. Материальная помощь на лечение в Российской Федерации, то есть это компенсационные выплаты, связанные с прибытием и убытием к месту лечения. 271 человек получили помощь на сумму 9 миллионов 370 тысяч рублей. Помощь инвалиду войны в размере 30 тысяч рублей, а если инвалид первой группы, который нуждается в постоянном сопровождающее лице также получал помощь в размере 20 тысяч рублей. Оказываются и стоматологические услуги. За прошлый год на эти цели было выделено 13 миллионов 162 тысячи рублей. Помощь оказали 273 ветеранам. Если в 2022 году на одного человека выделялось не более 60 тысяч рублей, то с этого года ветераны могут рассчитывать на 100 тысяч. Аджба добавил, что финансовая помощь выделяется и на санаторно-курортное лечение. На санаторно-курортное лечение материальная помощь. Это опять-таки компенсационные выплаты, связанные с поездкой. В прошлом году тоже также оказывали помощь в размере 30 тысяч инвалиду, если сопровождающее лицо, тоже 20 тысяч рублей.
Вот, с услугами воспользовались 211 человек на общую сумму 6 миллионов 680 тысяч рублей. А само лечение санаторно-курортное на сумму 11 миллионов 708 тысяч рублей. Вот. На приобретение специального оборудования и средств реабилитации было израсходовано 3 миллиона 18 тысяч рублей. Вот. Кроме того, в прошлом году в бюджете фонда было предусмотрено приобретение оборудования для Гудзерского военного госпиталя на сумму 8 миллионов рублей. Это было реализовано, купили оборудование на 8 миллионов рублей. Это связано с тем, что чтобы наши инвалиды и граждане часто не выезжали для обследования на территорию Российской Федерации, и чтобы имели возможность здесь, на территории Абхазии, получать соответствующие услуги. Одна из самых больших статей расходов – обеспечение лекарственными препаратами инвалидов войны. В прошлом году была оказана финансовая помощь на сумму 41 миллион 511 тысяч рублей. И материальная помощь семье инвалида на погребение. В прошлом году умерло 64 инвалида. В прошлом году сумма материальной помощи составляла 50 тысяч рублей. С этого года размер помощи тоже подняли до 100 тысяч рублей. Теперь семья умершего инвалида на погребение получает 100 тысяч рублей. Также дорожные расходы. Имеется в виду оплата билетов к месту лечения и возврата. 3 миллиона 399 тысяч было израсходовано в прошлом году. Медицинские услуги на лечение за пределами Республики Абхазия 33 миллиона 673 тысячи рублей. Вот. Кроме того, на протезирование еще израсходовано 1 миллион 18 тысяч. И в целом фонд инвалидов в прошлом году оказала услуг и помощи на сумму 139 миллионов 483 тысячи рублей. Руслан Ачба рассказал, что инвалиды войны и семьи погибших помимо пенсии получают другие виды пособий. Родители, потерявшие единственного сына, потерявшие двоих, также инвалиды первой группы, которые получают пенсию в размере 10 тысяч, для них установлены пособие в размере 10 тысяч за счет средств республиканского бюджета. Инвалиды резерва так получают. В общем, за прошлый год пособий выплачено на общую сумму 55 миллионов 217 тысяч рублей. Это все за счет средств республиканского бюджета. Министерство соцобеспечения и демографической политики реализует программу «Жилище». В списке получателей жилья на первом месте инвалиды первой группы и семьи погибших. За прошлый год такую помощь получили 4 семьи на общую сумму 2,5 миллиона, то есть смогли приобрести жилье. Вот. В этом году программа также продолжается, и в этом году уже также 4 семьи получили помощь. В принципе, все заявления, поданные от инвалидов первой группы, у нас уже рассмотрены, и эта категория закрыта на сегодняшний день. Не знаю, в будущем, может, будут еще новые заявления. Пока так. Вот. И в следующем году мы продолжим реализацию этой программы, и семьи погибших, я думаю, у нас будут в приоритете, и мы будем рассматривать. По жилью, конечно, да, мы, если прошлые годы, то 40 миллионов в год предусматривали, то с 2023 года на 3 года предусмотрели по 60 миллионов рублей. Соответственно, мы увеличили также размер помощи. Если минимальное было 500 и максимальное 100 тысяч в предыдущие годы, то с 2023 года помощь составляет от 700 до 1 200 000. На программу «Жилище» подано много документов, но, к сожалению, помочь всем одновременно и в сжатые сроки сложно. Так как у нас сумма ограниченная, мы быстро решить все проблемы не можем, проблемы всех желающих.
приобрести жилье. В общем, но потихоньку вот в этом году, уже на 23 год, на 60 миллионов у нас рассмотрено и одобрено 67 заявлений, то есть 67 семей получат возможность приобрести жилье. Конечно, сумма невелика, но я думаю, что пока еще можно за такую сумму, но если сам участник имеет возможность добавить от себя, тоже, в общем, приобрести можно еще жилье. Что касается оплаты за обучение детей ветеранов как в Абхазии, так и за ее пределами, то, по словам Гаджба, после обращения в соответствующие структуры им обязательно оказывается помощь президентом, премьер-министром, Министерством просвещения и другими профильными ведомствами. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Автомобилисты в России смогут оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, однако цена будет выше по сравнению с обычным годовалым полисом. Госдума приняла законопроект, который дает возможность получить полис на срок от 1 дня до 3 месяцев. Сейчас по закону договор заключается на 1 год, минимальный срок не меньше 3 месяцев. Для оформления будет применяться понижающий коэффициент, его значение страховщики определят самостоятельно. Оформить такой полис можно и на автомобиле, зарегистрированный в иностранном государстве. Закон вступит в силу по истечении 210 дней после официального опубликования. Житель села Ачандара Рустам Чамагуа задержан за ввоз в Абхазию наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело. Далее в нашем выпуске оперативная съемка пресс-службы МВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в крупном размере вменяются Чамагуа Рустаму Станиславовичу, 1982 года рождения, жителю села Чандара Гудаутского района. Где вы приобрели данный сверток, который был только что? Но где вы купили? В Адлере. В Адлере купили? Привезли вы на территорию Республики Абхазия? Через КПП ПСО? Внутри данного заизолированного свертка наблюдается прозрачный пакет. Обратите внимание, пожалуйста, внутри которого содержится кристаллообразный порошок белого цвета. Что это за вещество? И за какую сумму вы купили? Метадон? Да. Оперативные мероприятия по задержанию гражданина Чамагуа провели сотрудники группы уголовного розыска Гагарского линейного отдела милиции, линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 223 и частью 2 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит транспортная прокуратура республики. В Галском районе функционируют 3 музыкальные школы, которые до недавних времен работали на самофинансировании. Педагоги получали заработную плату за счет родительских сборов. С сентября учителя музыки будут получать зарплату из средств местного бюджета. Такое решение принято районным собранием. Подробнее в материале наших коллег из ГЛТВ. Музыка – это жизнь. И очень важно для развития всесторонне гармоничной личности приобщать детей к музыкальному искусству с самого детства. Однако до недавнего времени далеко не все желающие в Галском районе могли себе позволить дать своим детям музыкальное образование из-за того, что родителям приходилось оплачивать обучение. Но по инициативе учителей и родителей, которые обратились к руководству района, решением районного собрания с сентября месяца этого года все 3 музыкальные школы перейдут на новую систему оплаты – госфинансирование, а родительские взносы прекратятся. Мы уже знаем, что с сентября месяца госбюджет выделил зарплату учителям, то есть педагоги музыкальной школы будут получать уже зарплату, и родительские взносы отменяются. И нас радует, конечно, и учителей. И большое спасибо всем, кто принял такое решение. У меня 2 сыновей, оба ходят в музыкальную школу. В месяц за одного ребенка 800 рублей нужно платить, а за 2 у некоторых даже 3 и более детей. Конечно, это доходит до приличной суммы по нашим меркам. Учителей музыки, которые ранее были лишены госфинансирования и вынуждены искать дополнительные средства, а теперь будут получать заработную плату из средств районного бюджета, 16.
Уже несколько лет детские музыкальные школы при отделе культуры и администрации Галского района на самофинансировании, то есть это родительский взнос. Мы прошли очень сложный путь, но несмотря на эти сложности, все-таки активно продолжали свою педагогическую деятельность. Музыкальные школы района принимали участие как в внутришкольных, так и районных мероприятиях. Особенно хочу отметить детскую музыкальную школу имени Раждена Гумба, которая уже несколько лет принимает участие в республиканском конкурсе имени Алексея Чичпа. Учащиеся нашей школы занимали призовые места, получали денежные премии, а также принимали участие в фестивале классической музыки «Лира». Выпускники детской музыкальной школы города Гал поступают в Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичпа. В нашем районе музыкальному развитию детей раннего возраста уделяется большое внимание. Малыши просто обожают музыкальные занятия. Музыка вызывает эмоциональный отклик раньше других видов искусства. Именно поэтому очень важна задача музыкального воспитания – дать детям раннего возраста яркие музыкальные впечатления. И с этой задачей учителя музыки отлично справляются. Меня зовут Анану, я хожу сюда 5 лет, мне нравится музыка, она очень приятная, мне нравится играть очень сильно. Я играю соната, пьесы, вальс. Я Анна Цулай, мне 13, и я занимаюсь музыкой уже 6 лет. Я участвовала в республиканском конкурсе имени Чичпа и стала дипломанткой. Играть на фортепиано для меня одно удовольствие. Меня зовут Амелия, мне 8 лет, я 3 года занимаюсь фортепиано. Мне нравится играть в фортепиано. Яркая и красивая фортепианная музыка вызывает у ребятишек эмоции, вводит их в мир прекрасного. Малыши с большим удовольствием не только слушают, но и поют песни вместе с музыкальным педагогом. Это и есть основа эстетического воспитания, способствующая гармоничному развитию ребенка. Стоит отметить, что юные музыканты уже не раз становились лауреатами всевозможных конкурсов и фестивалей, прославляя Галский район. Анжела Белава, Илона Микава, Борис Цацула, Гал Медиа. Излюбленное место жителей и гостей столицы и главная достопримечательность – Сухумский ботанический сад. Сейчас в ботаническом саду период цветения редких уникальных растений. Каких, расскажет Налика Трапш. Сухумский ботанический сад – один из самых красивых и посещаемых достопримечательностей Абхазии. В саду собрана огромная коллекция уникальных растений со всех уголков земли. Сейчас в саду период цветения канны гибридной, агапантуса зонтичного, рудбекии и других не менее красивых растений. Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе. До начала Отечественной войны народа Абхазии здесь было собрано около 5000 видов, форм и сортов растений со всего земного шара. Но во время войны саду был нанесен огромный ущерб. На его территории упало более сотни снарядов. А после обстрелов полностью исчезли собственные сорта цветочных культур. Погибли 90% растений закрытого грунта, 80% травянистых растений. В настоящее время в Сухумском ботаническом саду произрастают чуть более 4000 таксонов растений. В основном специалисты делают акцент на выращивании редких, малораспространенных в Абхазии видов. Вот один из ярких примеров растения, которое называется белоперонная капельная. В основном она везде культивируется как комнатное растение. Но вот у нас хороший опыт выращивания в открытом грунте. И впервые вот она так массово зацвела, и мы можем уже ее показать посетителям. Также редкое для Абхазии растение лиатрис колосковый, который практически не требует больших усилий для выращивания, но в декоративном садоводстве Абхазии мало используется. Мы имеем опыт его культивирования и предложения для того, чтобы рекомендовать в производство для оформления. Еще здесь хорошо представлена коллекция гибридных лилейников. Сотрудниками Института ботаники удалось восстановить 2 авторских сорта, выведенных до войны именно в Сухумском ботаническом саду. Это сорт «Триумф» и другой сорт с пестрыми листьями. Это выведено Турчинской Татьяной Николаевной до войны. У нас вообще собственных было 12 сортов. Собственной селекции, которые получили утверждение на сортоиспытание. Но, к сожалению, война и распад Советского Союза прервал эту работу еще больше. Есть, к сожалению, они не сохранились после войны, но есть собственные сорта ботанического сада ирисов и хризантем. Это Татьяна Андреевна Чочо занималась ирисами, а хризантемами
вид Савельно-Колоковская. Это вот именно выведенный в Сухумском ботаническом саду. Сейчас то, что еще цветет, вот, значит, агапантус, это вот мы уже говорили, редкие растения. Не то, что редкие, они очень... Сейчас у нас в ботаническом саду не редкие, но за пределами сада они практически не встречаются. У нас только что отцвела альстромерия, но у нас очень хорошо она представлена, разные сорта. В основном ее все знают только в букетах или в теплицах, а у нас она в открытом грунте прекрасно себя чувствует, обильно цветет. У нас хорошая коллекция гортензий. Вот нам недавно из России подарили 40 сортов новых совершенно из европейской селекции, которой у нас не было. Они, к сожалению, тоже уже сейчас отцвели. В Сухумском ботаническом саду богатая коллекция водных растений. Всего 5 бассейнов. 3 с зимостойкими кувшинками, которые круглый год в открытой воде. И 2 бассейна с тропическими кувшинками, которые на зиму убирают в теплый бассейн с подогреваемой водой. Сейчас есть 25 сортов кувшинок. Все они распускаются в разное время суток. Посетители Сухумского ботанического сада не скрывают восторга от разнообразия представленной флоры. Я здесь была больше полувека назад. Честно сказать, сегодня как по новой хожу. Действительно, очень понравилось. Очень понравилось оформленные водные растения. Красиво всяко. Да, честно говоря, все понравилось. Я здесь впервые. Я вообще люблю всяческие ботанические сады, дендрарии. Мне всегда и все нравится. В довоенные годы существовал обмен между всеми ботаническими садами мира, и Сухумский ботанический сад мог передавать и получать растения. Сейчас же коллекция сада пополняется благодаря российским коллегам. Заняться селекционной работой возможности нет из-за отсутствия питомника парникового хозяйства. Но несмотря на это, руководство и сотрудники делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить уникальную растительность Сухумского ботанического сада. Алика Трапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Абхазские спортсмены участвуют в международном шахматном форуме Moscow Open 2023. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Турнир проходит 19-й раз в истории, продлится до 23 июля. В этом году Абхазию представляют новые подающие надежды шахматисты Нестор Богателя, Анна Палаванзе и Баграт Киут. Поездка состоялась при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту. Несколько улиц Сухума останутся без воды 21 июля. Как сообщает столичный водоканал, с 9 утра до 18 часов из-за ремонтных работ воды не будет на улицах Бейгуа, Почтовая, Попаскири, Ластурия, Гумская и части Иналыпа. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 21 июля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, удушливо жаркая погода без осадков. Высокий уровень ультрафиолета. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус. Температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.